В декабре автоинспекторы Коми зафиксировали значительный рост аварий. Только за полмесяца на дорогах региона произошло 32 ДТП, в которых серьезные травмы получили 39 человек. Трое скончались. Кадры с мест дорожных происшествий в материале Антона Булаева. В Каркировском районе страшная авария унесла сразу 2 жизни. По предварительным данным, на 103-м километре трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск водитель лесовоза, обгоняя автобус для перевозки детей, не успел вовремя вернуться в свой ряд. Совершая маневр обгона движущегося впереди транспортного средства, при завершении маневра обгон не успел вернуться на ранее занимая полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Peugeot под управлением мужчины 68-го года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Peugeot, мужчина 68-го и женщина 70-го года рождения, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Вероятно, грузовик успел вернуться на свою полосу, а его прицеп остался на встречке. Иномарка врезалась в него. После столкновения лесовоз съехал в кювет. Кузов микровена превратился в груду искореженного металла. Выжить в этом ДТП у пассажиров не было ни единого шанса. Роковая ошибка шофера самосвала и выезд на встречную полосу на трассе Сыктывкар-Ухта также стоила человеческой жизни. На 269-м километре данной автодороги выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Лачетти» под управлением гражданина 76-го года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны города Сыктывкара. После столкновения автомашины «Мерседес» и «Шевроле» совершили съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Шевроле», мужчина 76-го года рождения, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Шофер самосвала утверждал, якобы водитель иномарки потерял управление, и его занесло на встречку. Уклоняясь от лобового удара, грузовик повернул налево, но избежать столкновения ему так и не удалось, поскольку легковушка вернулась на свою полосу движения. По факту ДТП ведется следствие. Версия водителя проверяется. В тот же вечер на той же Ухтинской трассе пьяный водитель спровоцировал столкновение с грузовиком. По предварительным данным, внедорожник под управлением 36-летнего мужчины резко выехал с второстепенной на главную дорогу, прямо перед несущейся фурой. После удара Нива оказалась на крыше в кювете. Сельчанина и его пассажира с различными травмами госпитализировали. Медицинская помощь понадобилась и 5 участникам аварии в Каркировском районе. Volkswagen Polo, двигаясь по автомобильной дороге Сыктывкар-Троицко-Печорск, на 23-м километре данной автомобильной дороги совершил столкновение, состоящее на запрещающий красный сигнал светофора в попутном направлении автомобилем Шкода Октавия под управлением мужчины 94-го года рождения. После чего автомобиль Шкода Октавия совершил столкновение с впереди стоящей на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110 под управлением девушки 87-го года рождения. Предполагаемого виновника с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами, переломами ребер экстренно доставили в больницу. Остальные участники ДТП получили незначительные травмы, поскольку пристегнулись ремнями безопасности. Госпитализация им не потребовалась.